документооборот. В стране принята очень широкая законодательная база, в том числе начиная от Конституции страны, закон о государственных гарантиях равноправия мужчин и женщин и равных возможностей их реализации, закон о предупреждении насилия в семье и другие. Также Республика ратифицирует Конвенцию по ликвидации дискриминации в отношении женщин и ее факультативный протокол. Регулярно предоставляет отчет о ходе их реализации. Утверждение национальной стратегии активизации роли женщины в Республике Таджикистан на 2015-2020 годы. Ее план действий. Концепция развития семьи в Таджикистане. Государственная программа воспитания, отбор и расстановка руководящих кадров из числа способных женщин и девушек. Государственная программа по предотвращению насилия в семье на 2014-2023 годы и план мероприятий по ее реализации. Действует межведомственная рабочая группа по усовершенствованию нормативно-правовых основ по ликвидации гендерных стереотипов, защите прав женщин и предупреждению насилия в семье. В текущем году приняты национальные планы по выполнению рекомендаций Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин и по выполнению резолюции Совета Безопасности 1325 и 2242 на 2019-2022 годы. Разработаны и усовершенствованы нормативно-правовые акты по предоставлению помощи жертвам насилия в семье, а также разработаны необходимые стандарты оказания помощи жертвам насилия в семье. Для оказания практической помощи женщинам, пострадавшим от насилия в семье, в стране действуют инспектора по противодействию насилия в семье в структуру органов внутренних дел, 110 информационно-консультативных центров при местных исполнительных органах власти, 18 кризисных центров для реабилитации женщин, подвергшихся насилию при неправительственных организациях. В 2018 году при Комитете по делам женщин и семьи в сотрудничестве с общественной организацией Фонда Евразия в Таджикистане открыт телефон доверия 1313 для предотвращения насилия в семье. В рамках плана ОБСЕ по гендерному равенству в Академии МВД Республики с 2010 года действуют курсы насилия в семье и предупреждения насилия в семье. В 2019 году проведен мониторинг исполнения программы по предупреждению насилия в семье. Также очень активно поддерживаются женщины, которые занимаются индивидуальной трудовой деятельностью, в том числе при Комитете по делам женщин ежегодно выделяется 5 миллионов сомони для неправительственной организации по социальному заказу, а также в целях усиления участия в политической жизни женщинам, которые впервые поступают на государственную службу, добавляется 3 балла дополнительно. Спасибо за внимание.